Новая книга «Уйгурские женщины-активистки в диаспоре. Пересказ геноцида» рассказывает о 10 уйгурских женщинах, которые бежали от китайских репрессий и теперь используют свой опыт для защиты своего народа. Книга написана Сьюзан Палмер, Дилмуратом Махмутом, Абдулмуктакиудуном и другими, исследует личный опыт этих женщин и предлагает глубокое понимание их трансформации из свидетельниц преступлений в борцов против них. Согласно описанию, книга, основанная на интервью, проведенных в период с 2020 по 2021 год, отражает растущую напряженность и поворотные моменты, которые сформировали жизнь этих женщин в Восточном Туркестане, Синьцзяне в 1970-1990-х годах. История уйгурских женщин-активисток разнообразны и убедительны. В книгу вошли такие имена, как Зубайра Шамсиден, Рушан Аббас, Рахима Махмуд, Рукия Турдуш, Арзу Гюль, Разия Махмуд, Дильнур Рейхан, Гюльчерха Ходжа, Зюмрат Давуд и Михригюль Турсу. 23 декабря в Стамбульском районе Зайтин-Бурну состоялось мероприятие в память о героических шахидах, отдавших свои жизни в борьбе за независимость Восточного Туркестана, и покойном учителе, великом ученом Абдулхакимхане Махсуме в 7-ю годовщину его смерти. Он родился в 1964 году в Каргаликском районе города Кашгар в Восточном Туркестане. Он посещал начальную и среднюю школу, а также старшую школу в Кроу. Позже Махсум изучал исламские науки у известных великих религиозных ученых Восточного Туркестана. После окончания школы ему был присвоен титул Махсум Яни. Позже он открыл школу в своем районе и воспитал много молодых людей из Восточного Туркестана. В 1992 году он был арестован китайскими оккупационными войсками и заключен в тюрьму на 4 года. В 1996 году выехал за границу и посетил братские страны в Среднеазиатском Туркестане. Приехал в Египет в 1997 году и получил степень магистра исламских наук в Каирском университете. Абдулхакимхан Махсум в 2005 году приехал в Стамбул со своей семьей, где жил до самой смерти. Утром 22 декабря 2016 года ему стало плохо, и он был доставлен в больницу на машине скорой помощи, но его сердце остановилось до того, как спасатели смогли оказать помощь. Сверхсекретный китайский космический самолет, запущенный на орбиту на прошлой неделе, посылает сильные сигналы над Северной Америкой. США и Китай не сделали никаких заявлений по поводу 6 загадочных объектов, оставленных самолетом на околоземной орбите. Объекты отслеживаются космическими силами США, но никаких подробностей о том, что это за объекты и для каких целей они служат, обнародовано не было. В своем посте в социальных сетях министр промышленности и технологий Мехмет Каджир дал оценку своему завершенному визиту в Китай. Мехмет Каджир сказал: «На наших встречах мы пригласили ведущие компании в области технологий, электромобилей и аккумуляторов для инвестиций. Турция будет расти за счет инвестиций и продолжит развиваться за счет производства, занятости и экспорта». Также Министерство торговли Турции объявило о начале окончательного обзорного расследования антидемпинговых мер, действующих в отношении некоторых видов продукции из нержавеющей стали, происходящих из Китая и Тайваня. По меньшей мере 70 человек погибли в результате авиаудара, нанесенного израильской армией по жилым домам в лагере беженцев Аль-Магази, расположенном в центральной части сектора Газа. Израильская армия заявила, что тела 5 израильских пленников были найдены в секторе Газа, который подвергался интенсивным бомбардировкам. По меньшей мере 13 человек погибли и 38 получили ранения в результате взрыва на китайском никелевом заводе на острове Сулавеси на востоке Индонезии. Условия труда на заводах в регионе, куда Пекин вложил значительные средства, подверглись критике.